Нина Куратова. Повесть об отцах. Отрывок. А весна была особенно щедра и ласкова. Буйно цвела черемуха. По всему селу плавал ее густой пряный запах. Дети резвились на улице. До позднего вечера не смолкали их смех и крики. Кто бы мог подумать, что скоро всему этому наступит конец. Беда, оказывается, уже подстерегала нас у самых ворот. Война. Она налетела как вихрь. Вымела из деревни всех взрослых мужчин, оставила одних женщин и детей горевать да слезы лить. Эта страшная весть застала нас с отцом в кузнице. Как раз приближался сенокос, и в кузнице целыми днями толпился народ. Каждый хотел, чтобы ему отбили и наточили косу. Наконец мы с отцом остались одни и собрались, как всегда, идти домой обедать. Вдруг я заметила, прямо огородами скачет верховой с красным флажком в руке и что-то кричит женщинам, половшим ближнее поле. Только я успела показать отцу на верхового, глядим, а он уже дальше поскакал. Люди на поле засуетились, задвигались, побежали к селу. «А ведь не с доброй вестью бегут», — сказал отец, сплевывая черную слюну. В это время уже кто-то приблизился к нам. «Эй, куда вы все чешете? Что случилось?» «Война! Война!» — услышали мы в ответ. Отец словно обмяк, только кулаки крепко сжал. Так и пошел вдоль банек, к дому даже не свернул. «Куда же это он?» — удивилась я, но спросить постеснялась. Поняла, что не до меня. Молчала, но не отставала ни на шаг. Подошли мы к правлению колхоза, а там уже собралось человек 10. На крыльце наш учитель с дочкой на руках. Что-то объяснял председателю колхоза. Увидев нас, спустился с крыльца, сунул мне Лариску. «На, дескать, унеси домой». И обратился к отцу. «Слыхал, что фашист творит?» Первый день войны мне, несмышленой девчонке, даже понравился. Народу собралось около правления, как в день 1 мая. Мы, ребятишки, весело шмыгали в толпе, играли в прятки. Но уже на следующий день я поняла, что война приносит беду. Тетя Маша, всегда такая веселая, приветливая, с самого утра ходила с опухшими красными глазами и время от времени принималась реветь в голос, да так, что у меня щипало в носу. «Идет, добровольно идет мой Василий Ксенофонтович, еще и повестки нет», — голосила она с новой силой, уткнувшись матери в плечо. Учитель, грустный, сосредоточенный, держал обоих детей на руках. «Ну, Машенька, ну, дорогая, не убивайся. Ты же прекрасно знаешь, мне надо идти», — говорил он жене ласковым, просящим тоном, словно малого ребенка уговаривал. Он был первым на селе, кого мы провожали на фронт. А потом целыми партиями уходили парни и мужчины. Сколько же слез тогда пролилось. А вот провожая отца, мы не плакали. Мать заголосила было, да отец сердито цыкнул на нее. «Нечего реветь, я еще живой. Давайте лучше споем». Взял в руки балалайку. «Как родная меня мать провожала», затянул он, но тут же смолк. Видимо, ему не до пения было. Только и произнес: «Эх, дорогие вы мои, баньку-то я и не успел вам починить». Группа мобилизованных, куда входил и отец, выехала поздно вечером. На завтра им нужно было явиться в районный военкомат. Я сидела в телеге, смотрела на идущих за подводами баб, детей и молодых девушек и старалась не потерять из виду отца. Он немного выпил, но держался молодцом. С одним поговорит, к другому подойдет, шуткой перебросится, того за плечи обнимет. У самой околицы провожающие стали расходиться, отставать от подвод. Отец вскочил на телегу, и мы остались вчетвером. Отец с матерью, я, да еще тетка Анна, сестра отца, сидевшая с нами за кучером. Версты через 2 меня сняли с подводы. «Не горюй, синичка, я еще вернусь», — сказал мне отец на прощание, и телега двинулась дальше. С минуту я бежала за ней, запыхалась и остановилась у мостика через лесной ручей.
Телега все удалялась и, наконец, скрылась за деревьями. У меня из глаз полились слезы, а ручей, как ни в чем не бывало, журчал, тянул свою вечную песенку, и война не могла ему приказать «замри», как не могла остановить и нашу жизнь.